Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за ваши прекрасные реакции, комментарии и лайки, и также за вашу поддержку. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вас и на мужчину. А тема звучит так. Сведет ли вас судьба снова? Будет ли встреча, будет ли разговор, да и в принципе, будет ли развитие между вами? Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. И давайте посмотрим, сведет ли вас судьба снова. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы, ибо для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, вас беременной показали, а его прям на каком-то худеньком льве. Вот это вы парочка. Ну что ж, давайте разбираться. И вот она, вы сидите, чем-то занимаетесь таким важным, ценным для себя, чем-то управляете, рулите. И смотрите, у вас такой большой животик, вы беременная. Но у кого-то в прямом смысле слова отыграется, что беременность скоро у вас настанет. А у других отыграется это реализация своей собственной идеи, либо реализация своего собственного предназначения. То есть вы свою идею, свое предназначение просто вот как рожаете, этим занимаетесь. Полностью себя посвящаете вот этому и процессу, и занятию. Ну, а если забеременеете, понятно, что будете заниматься сама собой. Перед глазами у вас подкова, которая смотрит ровно на вас. То есть это везение, это удача. Все, что будет с вами происходить, будет именно идти по этой подкове. А происходить с вами много чего будет. Смотрите, я вижу у вас под ногами какую-то женщину, такую всю растрепанную, ободранную, побитую, покалеченную. Вы на ней просто, не знаю, восседаете. То есть женщину врага вы под себя полностью подмяли. Подмяли настолько, что у нее уже не то чтобы желание, у нее никаких сил нету с вами бороться. Все, повержена напрочь. Так, еще я у вас вижу два новых человека, два очень интересных новых человека. Идут в вашу жизнь не просто так. У вас с этими людьми, значит, что-то намечается в виде там общения, каких-то общих дел, общих занятий, может быть, просто друзья. Да? Но очень хорошие, очень вам подходят, и этим людям вы будете очень-очень сильно рады. За спиной у вас дорога. Причем не одна, у вас дорога как и вверх, так и вниз идет. Но вниз у нас обычно привычные дороги проходят, да? Места, где вы раньше были, куда вы раньше ходили, либо постоянно, куда вы ходите. Да? Эти дороги, они присутствуют открыты. И новая дорога, которая уводит вверх. Здесь дорога необычная, непривычная. Вот, можно, в первый раз вы куда-то поедете, пойдете. Может быть, вы давно там не были, либо всегда хотели, но никогда не получалось. Да, очень похоже на какой-то, я не знаю, командировка может быть у кого-то. У кого-то может быть отпуск, у кого-то может быть, в принципе, какой-то, не знаю, семинар, да, куда-то съездить. Но интересная дорога, очень широкая и эмоционально очень разукрашенная. Много-много положительных эмоций вы испытаете. Так, что касается мужчины. Здесь мужчина, конечно, слабенький в плане решительности. Ему сложно решиться, ему сложно что-то сделать. Он какой-то закрытый, какой-то, знаете, как всего, не могу сказать, что боится, но он скорее как сомневается, да, во всем сомневается. Вот он смотрит на вас, вы ему нравитесь, а он думает: блин, а если она меня не любит, или я ей не нравлюсь, а вот я приду, начну ей навязываться, а она меня возьмет да пошлет, либо она женщина воспитанная, будет, не дай бог, меня терпеть, вот, не откажет, и что это будет. Ну, какие-то мысли дурные в голове постоянно крутятся. Не могу сказать, что он плохой, скорее как немножко непутевый, так мне идет. Плюс мужчина очень сильно ориентирован на деньги, материальные деньги. Вот я хочу денег, мне нужно много денег.
Не может человек быть счастливым, если у него нету миллионов, там, миллиардов, триллионов, секстиллионов. Ну, то есть такими понятиями человек живет. Может быть, он в такой среде крутится, может быть, он так воспитан, может быть, что-то в жизни у него такое произошло, что он теперь материально ориентированный человек. Вот только лишь материально ориентированный. Ну, понятно, все хотят жить красиво, все хотят жить богато. Он не исключение. Но у него не всегда и все получается, потому что он, как я уже сказала, да, человек постоянно сомневающийся. Сомневающийся, недоверяющий, какой-то такой, знаете, как то ли в облаках летает, то ли наоборот в каком-то болоте сидит. То есть и так может отыграться. У этого мужчины к вам, ну, сердечко. Сердечко, которое он так надежненько спрятал и припрятал, так чтобы другие не увидали, особенно чтобы вы ни о чем не догадались, да, что он вас любит. А вдруг вы его не любите? Представляете, какая будет у него тут беда, головоломка. Сердце есть, он постоянно думает о вас, он вас чувствует. Он очень, кстати, сильный эмпат. Я вам тут гарантию даю, что он эмпат. Он вас на расстоянии чувствует. И, девочки, я вам такую вещь скажу, но только отнеситесь правильно. Если вы с этим человечком вот вместе, он даже может почувствовать, что вы, ну, в общем, женские дни, да, у вас. Либо что у вас овуляция, либо что вы там забеременели. Прям может это чувствовать. Представляете, такой вот он сильный. У него какой-то, ну, не могу сказать, что прям дар. Да, но, скорее всего, он больше к экстрасенсам относится. Может быть, он и сам не понимает, как он это делает, но вот есть у него такое. Людей может чувствовать, больных людей может чувствовать, может там лжецов чувствовать, либо людей, которые вот в моменте врут. Но что-то есть, Какой-то он у вас непростой. Сны ему очень необычные снятся, очень много вещей снова ему снится. Не знаю, читает ли он их, либо игнорит. Конечно, на общей оценке этого не видно, но то, что это есть, это точно. Смотрите, сейчас у мужчины идея фикс заработать. Заработать, и под 7 он хочет, машину он хочет, либо купить, в принципе, машину, либо какую-то крутую машину он хочет. Вот он работает, чтобы заработать на нее деньги. Ну, конечно, вот бизнес свой раскрутить, либо какое-то дело свое раскрутить. Он просто живет этим делом. Живет вот прям как женился, да, женился на этой идее, постоянно он с ней, постоянно об этом думает. Но деньги ему нужны, машина, деньги, бизнес ему нужны только для одного, чтобы к вам прийти. К вам прийти, это все принести и сказать: смотри, вот такой вот я жених. Хочешь, бери меня. Да, я вот что имею, все тебе отдам. То есть не то, чтобы он вас покупает, он просто хотел бы повысить свою ценность в ваших глазах. Да, что вот я не просто там балабол, я не просто там какой-нибудь мужичонка, да, прибился. Я вот нормальный, стабильный мужик. Вот смотри, какой я, да, люблю тебя. Бери меня, я тебе пригожусь, да, я буду любить тебя. Так, неплохой, но вот как немножко ориентиры у него сбиты, да, не о том думает, не о том мечтает. Как бы деньги деньгами, ну, блин, счастье, его же хочется здесь и сейчас. В погоне за этими деньгами ты в разлуке со своей любимой женщиной. Если ты сомневаешься, ну, приди в лоб, задай вопрос, да, любишь, нет. Очень просто все. А он, вот видите, такой сомневающийся. Так, что еще я вам могу добавить по поводу этого мужчины? У этого мужчины очень крутое будущее. Но, девочка, сейчас он, ну, парень как парень, да, мужчина как мужчина, но чем больше у него будет денег, тем больше вокруг него будет всяких таких, как бы их назвать, дам с низкой социальной ответственностью. Их будет очень много крутиться вокруг него. А поскольку, я уже сказала, он человек сомневающийся, да, он будет долго думать, куда эту женщину послать, направо или налево, да, эти женщины могут этим пользоваться. Поэтому это вы должны знать, вы должны это иметь в виду. Я вижу, что у вас такой боевой характер, вы свое никому не дадите, поэтому придется этого мужчину немножечко от этих женщин защищать. Это в будущем, это не сейчас. Ну, на льве едет, на льве, понимаете, добьется. Вот чего хочет, того добьется. Кстати, гораздо большего может добиться, его бы в правильные руки. Но я думаю, с вами, либо благодаря вам у него все получится.
Лев – это уже сам по себе знак могущества, знак богатства и знак очень крутой карьеры. Не обязательно на кого-то, может, это его будет бизнес. Да, он в собственном бизнесе построит крутую карьеру. Начнет там, не знаю, на коленке что-то там ваять, пилять, да, и закончит каким-нибудь там нереальным производством сразу в нескольких странах. И так может отыграться. То есть будущее у него хорошее. Но вот эти женщины, они на хвосте льва едут, понимаете? Чем больше у него денег, тем больше женщин вокруг него будет крутиться. По идее, конечно, хорошо, если бы вы влились в его дело, в его бизнес, были бы его, например, партнером, там, доверенным лицом, правой рукой. Тогда бы всех этих барышень вы бы, конечно, отогнали. Но так вот я вас заранее просто предупреждаю. Плюс у этого мужчины по судьбе идет суд. Вот говорю как есть, вот как вижу, суд. То есть мужчину либо уже осудили, как судили, либо в будущем что-то такое будет происходить. Ну, я не вижу, что прям сильно что-то страшное. Скорее, как поучающий момент. Да? Вот суд как толчок, как мотивация, либо как такой опыт, который необходим в жизни. Вот это я у него вижу. Опять же, это общая оценка. У кого-то отыграется, что мужчина уже был судимый, а у кого-то отыграется, что еще в будущем предстоит. Но это не страшно, здесь ничего такого прям ужасного нет. Может быть, даже какой-то заочный или как не заочный, а там, где сидеть не надо. Забыла, как это называется. Прям вылетело слово из головы. Но если помните, скажите, вот когда вроде как приговор есть, но человек не отбывает заключение, его там освобождают. Условно, по-моему. Ну, не помню. Если помните, напишите в комментариях. Ну, так не идет. Так, по поводу, сведет ли вас судьба. Конечно, сведет. Вы же друг для друга созданы. Смотрите, вы друг на друга смотрите. Между вами узелочек. Сведет, обязательно сведет. Сейчас даже скажу, когда. Идет тройка. У одних отыграется в 3-м месяце, то есть, в следующем месяце, да, в марте, да, получается, в 3-м месяце. У кого-то отыграется через 3 месяца. И, кстати, возможно, еще и 3 числа, либо в 3 часа. 3 часа дня. Ну, навряд ли ночи, но дня точно. Так что, девчоночки, судьба вас точно сведет. И смотрите, как я вижу, судьба сведет, и все будет зависеть от этого мужчины. Вот насколько он сможет выдавить из себя нужные слова. Ведь вы девушка гордая, да, вы же не будете навязываться, нет. Вот. И если сможет выдавить слова, значит, у вас вот узелочек, он начнет обрастать, увеличиваться, да, отношения завяжутся. Если не сможет выдавить нужные слова, значит, еще немножко пойдете, разойдетесь, погуляете для того, чтобы опять снова встретиться. У вас, опять же, общая отсыпка, вы извините. У кого-то из вас идет одна встреча, которая все решает, а у кого-то идет еще несколько встреч, и только потом уже как бы вы вместе. И так может быть. Но сложно. На общих отсыпках это очень сложно. В любом случае, до конца года уже все будет четко и понятно. Я вижу вас вместе. Я вижу, что вы вот прям вместе рука об руку стоите. Рука об руку. 2 птицы летят вместе на одних крыльях, да, летят вместе в небо. То есть романтика точно вам обеспечена. Но все в этом случае зависит от него. Сможет ли он вам сказать нужные слова? Вот решится ли, осмелится. Я не вижу, что вы могли бы ему помочь. Он такой человек, он сам по себе сомневающийся. Я не вижу, что его что-то может подтолкнуть. Только он сам. Девочки, что делать? Молиться тогда надо, да? Молиться, чтобы Боженька дал ему смелости, дал ему уверенности в себе, и чтобы вам этот мужчина произнес нужные слова. Так, еще одна очень важная вещь, которую вы не знаете, но которую вам просто необходимо знать. Этот мужчина за вами как-то наблюдает. Он либо своими глазами за вами наблюдает, либо он через чужие глаза, да, чужими глазами за вами наблюдает. Но он в курсе ваших событий, он знает, чем вы занимаетесь, с кем вы находитесь, да и вообще, в принципе, что в вашей жизни происходит. Да, это есть. Он не выпускает вас из своего поля зрения. Потому что вы его женщина, он это чувствует. Я же сказала, что он экстрасенс у вас чувствует. Так, мои хорошие. На этом все. Берегите себя.
занимайтесь своими делами, занимайтесь собой, но а с мужчиной, девчонки, но и все только от него зависит. Здесь никто и ничем вам не поможет. Вот как мужчинка созреет, так все у вас и сложится. Но встреча у вас точно будет. И у кого-то прям не одна встреча будет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.